И я сегодня хотел бы проповедовать на тему, как я влияю на других людей. Знаете, нам свойственно так, мы такие люди, мы эгоисты, знаете, у нас эгоистических много замашек, греховных вот этих. И мы так привыкли, что мы живем и думаем, что нам дадут люди, что мы получим от людей. Даже когда мы приходим в церковь и думаем, рассуждаем, так же продолжаем и везде. Что мне даст жена, что мне дадут дети, когда мы уже становимся старыми, и мы все думаем, что-то мы получим. Но Бог, Он умер на кресте, и Он есть любовь. Знаете, любовь в чем наша проявляется. В нас нет любви, если мы не познали Бога, потому что Бог есть любовь. Если мы Его познали, что есть любовь, тогда у нас есть эта любовь, потому что она излилась Духом Святым в сердца наши. И тогда мы несем эту любовь, просто улыбаемся людям. Да? Как хорошо, когда здесь нас встречают люди, они улыбаются. Да? Я захожу, улыбается, там Катерина стоит, улыбается, да? Своей очаровательной Божьей улыбкой. Да? Здесь поднимайся, Ксюша улыбается, но Михаил Неведомский особо, у него улыбка вообще потрясающая, голливудская, да, как улыбнется, все время улыбается, Божий человек. Знаете, и так здорово, когда вот эта Божья любовь, она проявляется через нас здесь, с самого раннего утра, когда мы приходим сюда. Но я также хотел бы прежде открыть место Писания, это нету в моей проповеди, но я сегодня вот здесь как-то стоял, и мне Бог сказал, нужно сказать об этом. И я просто вспоминал, и мне Дух Святой, я говорю, я не могу вспомнить. И Дух Святой дал мне вспомнить, это Екклезиаста. Мы откроем Екклезиаста 4 главу, Екклезиаста 4 главу. И хотел бы такое перед проповедью дать напутственное такое слово нам всем, в том числе и мне. Екклезиаста 4 глава, 17 стих. Здесь написано, «Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Видишь, нам нужно наблюдать. Как хорошо говорил Сергей, да, Мартыничев здесь проповедовал, есть путь нас в жизни, да, когда мы приходим, есть путь мужчины, есть путь, когда я становлюсь отцом, есть путь как мужа. Мы идем этим путем. И также, когда мы идем в этот Дом Божий, будь готов более к слушанию, чтобы наше сердце было приготовлено, было доброй почвой, чтобы было доброй почвой. Потому что Бог хочет что-то посеять, что-то дать. И чтобы это дьявол не пришел и не украл. Когда каменистая почва, дьявол приходит, и он сразу крадет это слово. Даже заметьте сами, когда вы приходите после собрания, и вы воодушевленные, или на домашке, когда спрашиваете, о чем было слово, люди, конечно, о Иисусе Христе. Понятно, о Иисусе Христе. Но конкретно, о чем было слово? Что оно тебе дало? Что это слово тебе дало? Что оно хочет в твоей жизни поменять, это слово? Потому что Слово Божие, оно живо и действенно. Оно острее меча обоюдоострого. Оно проникает до глубины души. Оно обличает тебя, оно научает тебя, оно обличает тебя. Она наставляет тебя, она ободряет тебя, она утешает тебя. Это Слово Божье. И поэтому я хочу, чтобы мы шли всегда на любое собрание. И не смотрели на лицо человека или как он проповедует. Когда мы так готовы, я вам скажу, я всегда получаю слово. Кто бы ни был, как бы это слово не было сухо, даже если он читает это слово, просто читает, то ты получаешь. Почему? Потому что твое сердце готово к слышанию. Как здесь написано, будь готов более к слушанию, нежели жертвоприношению. Что-то, какие-то дела, что-то сделать. Но чтобы мы шли, я готов, Господь. Чтобы мы телефоны выключили. А то мы их будем забирать и святую воду окунать, да? Потом вам обратно возвращать. Они будут уже, ваши телефоны святые, включаться, сами будут выключаться автоматически. Шучу, конечно.
Ну, давайте я тогда буду переходить к проповеди. И вот нас свойственно вот это, что мы хотим что-то получать. Вот. Но я верю, что у нас уже идет этот процесс, и у нас настало, у нас идет и библейские курсы уже 2-й год, и скоро мы пойдем и на 3-й год, и последующие года. Вот. И давайте мы будем задумываться, давайте мы будем думать, Господи, как я буду влиять? Вот то, что я получаю отсюда, как я буду влиять на своего ближнего? Какое мое влияние? Оно может быть негативным. Знаете, некоторые люди, они, придя в церковь, столкнувшись с негативным, они убегают. И говорят, я больше не хочу сюда приходить. Но, слава Богу, у нас не такая церковь. Мы перестраиваемся, мы меняемся, мы двигаемся. Наша церковь живая, Дух Святой дает нам направление, дал нам видение через пастора, да, что это церковь любви, что здесь атмосфера принятия и атмосфера вот это Божье присутствие. И что я дам людям? Так, и прежде всего это начинается в семье. Скажу, не здесь. Сюда не надо приходить и натягивать здесь маску. Не надо, дорогие. Нужно в семье начинается. Как ты относишься к своей жене? Строишь ли ты эти отношения со своей женой? Строишь ли ты отношения со своими детьми? Вот это очень важно. Мы призваны, чтобы нести не негатив. Не негатив мы должны нести, но мы должны нести свет, любовь, утешение, ободрение. Люди в этом нуждаются. Но если это не происходит у нас дома, то это не будет происходить. Или это будет происходить лицемерно. Лицемерно будет происходить. Давайте мы сделаем сегодня какие-то выводы. И будем меняться в образ Божий, потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Потому что суть содержания нашего Небесного Отца, вот это и есть суть нашего Отца. И давайте мы посмотрим. Мы можем влиять на людей как? Вот можно вывести, мы можем влиять, как елей на рану. Да? Мы как елей на рану можем людей лечить, можем обнимать людей, можем утешать людей. Как елей, мы можем говорить им добрые слова, можем ободрять этих людей, а можем влиять на людей, как соль на рану, как в той песне поется. Не сыпь мне соль на рану, да, она и так болит. Зачем сыпать? Когда ты видишь, человек, он сломлен, когда он в состоянии в таком, зачем? Нам, как друзья Иофа, они обличали, они умные были, религиозные. Мы иногда такие умные, начитанные и такие религиозные люди. Мы начинаем лечить кого-то. Нет, чтобы просто обнять и молча посидеть. Знаете, мы здесь за одну сестру молились с одной сестрой, она новообращенная сестра. Но как она ее обнимала, я видел, как они плачут, сидят. Знаешь, такое присутствие Божье. Я просто молюсь, а эта сестра обнимает эту сестру, и они оба плачут. Такое присутствие Божье. Просто прикосновение Божье. Вот. И мы можем или ободрять людей, или утешать, или поднимать людей, или увеличивать эту боль, умножать эту боль. Давайте мы посмотрим, как мы можем оказывать влияние на людей. Первое, откроем Ефесянам 4 главу. Ефесянам 4 глава. Ефесянам 4 глава. И прочитаем там 29 стих. Здесь написано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Чтобы это слово не было гнилым. Знаете, наш язык, он маленький член. Смотрите, какой маленький член, но столько может вреда нанести. Знаете, это руль наш. Человек, который
может управлять своим языком, он совершенный. В Библии написано, он совершенный человек. Такой маленький язычок, но может человека убить. Такой маленький язычок может семью разрушить. Потому что это руль. А вот его руля кормчий кто? Я, вы, дорогие, кормчие вы. Вы держитесь за этот руль. Тот, кто может управлять этим рулем, тот может управлять всем телом, всем своим естеством. Он может управлять. Вот этот язык может... Из-за этого языка начинались войны. Вы знаете, да? Просто не так сказал посол что-то, политик какой-то, и началась война. Поэтому, прежде всего, мы должны стремиться к тому, чтобы в действительности, прежде чем что-то сказать, 10 раз подумай. Мы сперва наговорим, а потом, ой, Господи, прости. Но даже если так произошло, все равно просите Бога, и нужно нам тренироваться дальше, двигаться в этом направлении, чтобы это не повторялось больше, чтобы это не повторялось. Знаете, мудрый человек, он привлекает души, к нему все бегут. Замечали? К людям некоторым липнут, а некоторым не хотят. Некоторых обходят. Ой, Господи, лучше стороной обойду ее. Господи Боже. Столкнуться с этим Титаником. Как бульдозер может проехать. Ничего не видел, ничего не слышу. И как бульдозер. Второе откроем, это поступки. Римлянам 14 глава. Первое – это слова наши. Мы можем или привлекать людей, влияем негативно, или позитивно мы влияем. И наши поступки, Римлянам 14 глава, 13 стих прочитаем. Здесь написано: «Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или к соблазну». Вот. Нам нужно быть ориентиром, быть для другого человека. Знаете, как Богдан Титамир раньше пел: «Делай, делай, 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 как я, делай, как...» Я думаю, что там делать-то? Апостол Павел, когда он говорит, да, он показывает на себя: делай, как я. Вот это ориентир. Вот это Божий ориентир. Это Божий человек. Знаете, иногда, когда ты просто рядом находишься с этим человеком, он настолько влияет. Когда я учился в Москве, я с Божьими людьми иногда ездил на какое-то служение, в тюремном больше ездил. И они очень влияли на меня. Просто своим присутствием. Просто каким-то одним вопросом. Они просто тебя, но любя. Они всегда проявляли любовь. Я хотел бы сейчас называть животное, а вы называйте его врага. Хорошо? У мышки кто враг? А у кошки кто враг? Собака. Вот. И многие говорят, живут как кошка с собакой. В семьях, да? Говорят, мы живем как кошки, и хвалятся еще. А зачем этим хвалиться? Как кошка с собакой нужно изменить. А у человека кто враг? Человек. Странно, да? У венца творения враг становится человек. Печально. А как появляются вот эти враги? Как они появляются? Когда мы неправильно говорим про этих людей. Когда они притыкаются о наши поступки. И вдруг, говорит, мы были такими друзьями 20 лет, одна сестра кричит, ой, 20, это не у нас здесь, 20 лет, мы такие были. Но вдруг она, кошка эта,
вот такая и сякая, сказала про меня. Терпеть ее не могу, вот я ей отомщу. План А не получился, план Б. Поэтому нам нужно следить за своим языком, прежде чем что-то сказать, перед тем что-то сделать, какой-то сделать поступок. Поэтому мы словами или делами мы строим или стены строим друг перед другом, или мы строим мосты. Знаете, я в Санкт-Петербурге жил 4 года, и там самые красивые мосты. Может, где-то еще красивее есть. Там 450 мостов, но они настолько красивые. Неведомские, вам нужно летом ехать, не зимой, чтобы увидеть эти разводные мосты, чтобы у вас там была романтика. Мы с женой ездили, потому что это величественная архитектура. Когда мы строим мосты с женой друг с другом, в этой постройке есть Бог, и мы строим. Как Мартюничев сказал, есть Божья часть, но есть и человеческая часть. Нужно гребсти, нужно работать. И также в постройке мостов есть величие, архитектура, красота Божья, когда Бог строит этот мост, потому что мы наляпаем всякую ерунду. Но когда мы с Богом строим, то на этом мосте я всегда жду свою жену. Я всегда, у нас романтика на этом мосте. Потому что мы строим этот мост. И продолжаем строить. И я не говорю, что у нас идеально. Я бы врал. У нас не идеально. Но мы строим. Мы продолжаем строить. И Бог нам в этом помощник. Он всегда нам в этом помогает. И я смотрю с каждым годом, мост, он красивее и красивее. Он красивее Санкт-Петербургского моста. Потому что Бог строит. Вот Дворцовый мост такой красивый. Вы видели кто-нибудь Дворцовый мост? Неведомские видели? Вот вы его, конечно, не видели, когда он разводится. Ох, красота! И когда плывут эти парусники, и когда школьницы выбегают, все в белых этих фарточках. Такая красота. Божественная. И мы должны строить эти мосты в семье. Прежде всего в семье. С детьми строить. Чтобы дети здесь были. Их не надо насильно заставлять приходить в церковь. Я насильно не заставляю своих детей приходить в церковь. У них есть выбор отлежаться. Но почему-то они хотят сюда. Почему-то они хотят сюда бежать. Потому что здесь есть люди, которые влияют на них. Есть люди, которые влияют на них, постарше их, но они влияют с хорошей стороны на них. Что Давида, что Зоя, что Ариша, что Лика, они влияют на них с хорошей стороны. Есть не просто так, что хорошо, потому что Бог течет через них. Потому что Бог через них обнимает. Бог через них хвалит их. Бог через них учит их. Так здорово, когда мы влияем на Божьих людей. А почему многие перестают ходить в церковь? Бывает же такое, что мы должны научиться, и мы говорим всегда правду, да? Мы говорим правду. Вот скажу ему правду. Я такой же правдолюб, честно скажу. И может, кто-то где-то пострадал из-за этого, но я обращался к этим людям, просил прощения. Знаешь, можно этой истиной, этой правдой без любви можно забить. Вот этой истиной без любви. Просто бить. Ты такой, вот здесь Писание говорит, вот так и так, а ты что так не поступаешь, почему так не живешь?
Но во всем должна быть любовь. С любовью. Мы должны нести это с любовью. Эта истина без любви, она просто религиозный инструмент. Давайте мы посмотрим Иоанна 8 главу. Откроем, как Иисус. Пример для нас Иисус. От Иоанна 8 глава. Откроем. Сейчас водички попью. Вкусная водичка. Спасибо, кто это залил, да? Иоанна 8 глава. Это Иоанна 8 глава. И почитаем там вот этот пример, когда женщину поймали в прелюбодеянии. И здесь написано, читаем. Иисус же пошел на гору Илионскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую прелюбодеяние, и поставили ее посреди его. И фарисеи видят только грех. Смотрите, мы не должны только видеть грех в человеке, мы должны прежде видеть личность человека, его. Бог подымал людей, падших, Он пришел для больных, не для здоровых, чтобы поднять их. И Он видел личность, Он видел, когда они привели ее, и сказали ему, учитель, эта женщина взята прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что ж скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь в обвинении, к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, видишь, Он спокойно, как мы должны, не сразу словами говорить, а мы спокойно должны подумать, маленько отдохнуть, раскинуться на диванчике, на кресле, подумать. Прежде чем мы так спешим говорить. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, Он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Он обличил их. Тут же сразу их обличил. И опять, наклонившись вниз, писал на земле. Они, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. Остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус вот видите, Иисус видел, вот эта грешница, она попала в ловушку этих религиозников. Он ее вывел из этой ловушки. Потому что эта ловушка, она убивает. Когда люди приходят, они не хотят, когда их только обличают, и обличают, и обличают, и тыкают этой истиной, но не дают любви. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Видишь, Он даровал спасение и милость. Он даровал ей милость. Иисус говорит, милости хочу, а не жертвы. Он всегда говорил об этом, милости, по милости. Она ответила, никто, Господи. Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Видите? Он даровал, но Он не то, что Он покрывает грех, Он ненавидит грех, но Он видит людей, Он любит людей, Он оказывает им эту милость, и мы также должны учиться. Не видеть прежде грех, видеть этого человека, видеть его как личность. И направлять его, дать шанс на новую жизнь. И я хочу пример рассказать, это из жизни, правдивой ситуации. Одну сестру, она поймали в блуде там, и в многих церквях у них там проходят членские собрания, и там они как бы отлучают там таких. И она вышла, стояла там, и пастор, мудрый служитель, он сказал, дорогая, мы тебя любим, мы тебя так сильно любим, мы всегда тебя здесь ждем, ты всегда здесь
принятое. Вот. Ты видишь, вот все люди, которые сидят здесь, они не сидят с камнями, они сидят подвязаться за тебя, они сидят молиться за тебя, они стоят в проломе за тебя, они любят тебя. Они хотят, чтобы спасибо тебе большое, что ты вышла, что ты набралась смелости и исповедуешь свой грех. И она изменилась. Ее жизнь коренным образом изменилась. Она с этого собрания не так ушла, она вылетела. И крылья. Она покаялась, и потом через какое-то время, в течение процесса, ее жизнь радикально поменялась. Мы должны оказывать эту любовь. Вот. Я также хочу обратить внимание, вот Евреям откроем 10 главу Евреям. Евреям 10 главу, 24 стих, прочитаем там. 10 глава и 24 стих. Здесь написано: будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Вот на это внимание, мы должны быть внимание у нас. У нас не хватает, вы думаете, у нас хватает внимания, мы видим, но мы видим в негативном свете больше. У нас внимание должно быть позитивным. Здесь написано: поощряя любви и к добрым делам. Слава Богу, у нас это есть в церкви. Мы это несем в этой церкви. А то мы иногда просто отбиваем то маленькое, которое хочет делать человек. Мы не должны отбивать, мы должны поощрять любви, ободрять, нести это. Мы можем создать райские условия здесь в церкви. Мы создаем это, мы стремимся, у нас есть видение, что здесь атмосфера любви, принятия людей, поднятия, утешения людей. И мы делаем это, когда встречаем здесь людей. А мы не для того, чтобы здесь были склоки, ссоры, распри, но мы для того, чтобы созидать, чтобы нести эту любовь. Что мы познали Бога. Написано: у любви нет у кого. Кто не познал Бога, у того нет любви, потому что Бог есть любовь. Он все совершил на кресте. Это безусловная любовь. Никакие условия мы не ставим. Вот я тебя люблю, вот если ты здесь изменишься, вот это будешь делать, и вот так будешь поступать. Нет, безусловная любовь. Как Иисус сказал: даю вам новую заповедь. Любите друг друга, как я вас возлюбил. Это высокая планка, очень огромная, высокая планка. Любите, как я возлюбил вас. Знаете, когда я вначале ходил в церковь, и я помню, мне там один брат сказал: ты будешь говорить о пожертвовании. И я вышел, и там, конечно, я буксовал, волновался очень, буксовал где-то. И, знаете, и очень внимательные люди есть. Они меня обезьяной обозвали. Говорит: кто эту обезьяну выпустил? Но, слава Богу, нашлись люди, которые поддержали. Слава Богу, что есть такие люди в церкви. Не только такие. Вывел этого тормоза. Тормоз такой. Стоит гум-гум-гум-гум-гум. Миша вышел, Панарин, как хорошо молился, вообще мощно. С первого раза, я думаю, я бы так молился с первого раза. Я с первого раза вообще не мог молиться. Стоял там, думал, и религиозных слов столько сказал. Только когда не хватает, то ты там все время аллилуйя, аминь, аллилуйя, аминь, аллилуйя, аминь, аллилуйя. Люди уже устали, наверное, думают. Что-нибудь он знает, еще нет. Потому что нечего вставить, да? Так что продолжай, Миша, продолжай, и не бойся, продолжай. Потом ты выйдешь за кафедру, будешь проповедовать. Так же и ты, Неведомский Михаил, так же и Александр. Вы все должны проповедовать здесь, выходить, тренироваться. Где вы будете тренироваться? Давайте мы начнем курс, вот мы уже хотим начать, а вы что-то боитесь. Для новообращенных. Там будете тренироваться, братья. Давайте пойдемте, будем друг друга корректировать. И вы меня также, потому что я тоже учусь. Мне тоже бывает язык заплетык. Так что вот нам нужно тренироваться, все время быть готовыми.
делать то, что Бог предназначил для нас. Аллилуйя. И мы не должны хвастаться, сколько я побед одержал. Мы должны, это эгоизм, мы должны людей поднимать. Должны поднимать людей. Давай, давай. Знаете, когда гуси, они клином летят. Почему они клином летят? Они летят клином, и они меняются. Знаете, потому что первый, который летит, у него сопротивление воздуха очень сильное, ему тяжело. Вы думаете, им легко? Нет, им тяжело. И вот они меняются, одни летят, и они меняются. И у них там нету только гуси впереди летят, у них и, ну, как их называют? Женского рода, да. Да. Они тоже участвуют в этом. Да? Вот у нас Любовь Николаевна тоже участвует в этом клине, да, когда мы летим. И вы многие участвуют в этом. Да? Когда летите, когда он устает, и почему они кричат, как они кричат там, давай, давай, у тебя получится, Михаил Неведомский, давай. У тебя получится, давай. И они сзади. Он маленько устал. Ну давай назад, Панарин вперед, давай. А потом следующий, давай, Коробов, давай. И вперед. И так меняясь друг за другом. Давай, ободряя друг друга. Не завидуя друг другу, а ободряя друг друга. У тебя получится. Давай. Ты молодец, у тебя получится. Ободрять друг друга. Знаете, как вот Иисус, хороший пример. Давайте мы посмотрим Матфея, 14 глава, очень хороший пример. Мне очень нравится этот пример вот Иисуса. 14 глава и 31 стих здесь почитаем. Иисус в тот час, когда это Петр стал тонуть, это вот история про то, как Петр стал тонуть. Иисус в тот час простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Когда он начал тонуть, спаси меня там. Ну, я представляю, как он там захлебывался в море и кричал, там воды столько нахлебался. Вот. А Иисус что делал-то? Вот здесь написано, он его не начал, ты что там тонешь-то, не маловерный? Ты что там? Ну-ка быстрее вылази оттуда. Да. Здесь написано, Иисус в тот час простер руку вначале, да, поддержал его, а потом уже говорит, обличает, маловерный. А мы сразу обличать. Человек не получился и сразу. Ты что здесь так тормозишь-то? И почему такие слова говоришь-то? И начинаем мы корректировать сразу. У нас сразу коррекции такие умные мы. Нам нужно поддержать человека. Да? Правильно, протянуть ему руку, помощь, обнять, сказать ему добрые слова. Что у тебя получится? Первый раз ничего, у меня было хуже. Да, Панарин? У меня было хуже, запомни это, у меня было намного хуже, у тебя вообще супер. Слава Богу. Так что, дорогие, давайте мы будем строить мосты, а не стены. Давайте откроем Римлянам 12 главу, посмотрим, будем заканчивать. Тут Римлянам 12. У меня там осталось-то 10 минут, да, всего. Так, Римлянам 12 глава. Что-то я плохо вижу. Там здесь еще есть, да? Ну, давайте Римлянам 12 главу, вот эту проштудируем маленько, да? Последнее, выборочно прочитаем. Римлянам 12 глава и будем читать с 9 стиха. Здесь написано, и вы просто принимайте это. Любовь да будет непритворна. Не притворяться не надо, натягивать. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Все построено на уважении. В церкви должно быть так, все на уважении. Все на уважении. На любви Божьей. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Как так с нежностью? С нежностью. Это снутри у тебя должно это литься, снутри. Внутренняя любовь, не внешняя, снутри. Это любовь. Внутри. Потому что там Бог живет, там Дух Святой живет. Это изнутри должно идти, с нежностью.
С почтительностью друг друга предупреждайте. Как это? С почтительностью друг друга предупреждайте. Это предупреждайте, это старославянское слово, это говорит о том, что прежде чем он тебе что-то будет тебя обнимать, говорить добрые слова, ты прежде делай это, опережая друг друга. Понимаете, прежде. Например, ты видишь, я вижу, Миша идет обнять меня, я сразу ему прежде, какой ты хороший, какой ты прекрасный. Мне надо опередить его. Его трудно опередить. Я вам серьезно говорю, его трудно опередить. Нам нужно уметь так. Нам нужно так поступать. Нам нужно так жить. Мы, церковь, мы растем, нас будет все больше и больше. Нас будет больше и больше. Мы здесь вмещаться и не будем. Нам уже и пророчествовали, и говорили. Надо будет через несколько лет на другое место искать. Здесь сколько? По 2, по 3 собрания проводить. Да? Поэтому, молодые, поднимайтесь. Мне 63 года, я по 3-4 собрания-то не буду же проводить. А вы-то сможете, вы же крепкие. Вы сможете проводить эти собрания. Усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, молитвы постоянно. В нуждах святых принимайте участие всегда. В нуждах святых всегда видите, которые люди, у которых не достает, у некоторых даже кушать нету, денег нету. Есть такие люди, конечно, слава Богу, у нас мало таких людей, но у нас есть такие люди. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, гостеприимными будьте. Приглашайте себе домой. Там к Тане всегда приходят люди. Всегда просятся. Даже просятся. Можно к вам? Но мы не всегда принимаем, но стараемся. Благословляйте, дальше 15-е. Радуйтесь с радующими, плачьте с плачущими. Вот как здесь сестра, да, мы сидели, здесь молились. Она плачет, они плачут, обнимаются. Такое присутствие Божие. Мне самому плакать охота. Прямо все внутри клокочет. Думаешь, Господи, какая любовь Божья через сестер льется. 18 стиха. Если возможно, слышите, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Потрясающий стих. Если возможно. Бог знает, что невозможно, ты не можешь. И поэтому Он говорит, если возможно, с вами. Он знает невозможно, но невозможно со всеми миром. Нету такого. Покажите хоть от такого человека. Или вы поднимите руку, вы сейчас на небо поднимите сразу. Побойтесь, если еще и на земле есть дела какие-то. Поднимите руку, и он восхитит вас, говорит, святой мой. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Будьте. И 21 стих. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это очень важно. Настолько сильно это. Когда тебе злом, тебе так охота ответить. Но ты добром должен победить. А ты должен победить добром. Давайте мы будем строить мосты. Потому что любовь Божья, она строит мосты. А страх, оно строит стены. Ты отгораживаешься от всех. Ты строишь, тебе страшно, и ты строишь одни стены. Давайте мы станем, будем молиться, дорогие.